Здесь на высоте около 3000 метров и расположится один из самых масштабных курортов Северного Кавказа. Комплекс «Ведучий» займет площадь свыше 1000 гектаров. Помимо гостиницы, апарт-отеля и шале здесь предусмотрены также 19 горнолыжных трасс различной степени сложности, общей протяженностью в 32 километра. Это одно из самых живописных мест в республике. И туристы уже проявляют интерес к этому комплексу, рассказывает гостю Рамзан Кадыров. Утром в мечеть поехали, там, полшестого. Вообще красота была. И когда обратно возвращаешься, там рассвет начинается. Место здесь тоже очень красиво получается. Я хочу сказать, что ваша идея создать горнолыжный курорт, я думаю, что абсолютно правильно. Если вы в течение пару-трех лет собираетесь сделать это, через 2 года. Поток туристов здесь точно гарантирован. Точно, да. И сейчас даже, если здесь ничего нету, очень много народу бывает. Ну, вообще, гостиница, там вообще, вот это место, самое красивое место. Там вообще красота, все видно, даже, по-моему, даже если такой день, это Грозно видно оттуда. Вообще красивое место. Сам бы с удовольствием приехал. Все. После этого гости пообщались в неформальной обстановке. Затем Рамзан Кадыров и Антон Силуанов присоединились к заседанию рабочей группы. Гостей поприветствовал глава республики. Я очень рад, что вы проводите такое важное совещание в Чеченской республике, в частности, о ведучах. У нас ведучи – это, так скажем, самое красивое место в будущем, так скажем, сезонный горнолыжный курорт. И мы с Антоном Ермичем обещали через 2,5-2 года будем кататься здесь на лыжах. И пользуясь случаем, я вас всех приглашаю. И я надеюсь, вам понравится у нас в республике и чеченские, так скажем, наши гостеприимные братья и сестры. Надеюсь, вас примут как положено. Я всегда говорю, если у нас вам понравится, это значит, виноваты наши предки. Если вам не понравится, виноваты мы. Поэтому я постараюсь, и мы все постараемся, чтобы вы максимально получили от работы отдых, уют и такое душевное состояние, чтобы у вас было желание приезжать чаще в гости. Антон Германович, я вам очень благодарен, что вы решили провести у нас такое мероприятие. Это для нас важно не только экономически, даже и политически. Если Минфин Чеченской Республики с такими уважаемыми коллегами, то я уверен, что перспективы будущее у Чеченской Республики. Спасибо вам большое. В своей речи министр финансов России Антон Силуанов поблагодарил руководство региона за возможность организации заседания именно в этом месте. Он отметил, что в будущем члены рабочей группы непременно вернутся сюда. Хотел от всех нас поблагодарить Рамзана Ахматовича, правительство республики за такую возможность встретиться здесь, провести наше выездное заседание рабочей группы. Место великолепное, прекрасное. Пользуясь случаем, давайте сразу договоримся, что встретимся здесь через 2-2,5 года. Посмотрим, как меняются здесь места. Я думаю, что вы вчера увидели, как изменился Грозный. Я не был около 2 лет, но изменения колоссальные. Не сомневаюсь, что через 2 года здесь будет прекрасное место, прекрасный курорт, куда будут ездить наши люди. Мы, в первую очередь, с вами должны здесь посмотреть, как все изменится. Поэтому, Рамзан Ахматович, через 2 года встречаемся на проведение очередного заседания нашей рабочей группы по совершенствованию межбюджетных отношений. Прежде чем перейти к обсуждению бюджета на ближайшие годы, директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России Лариса Ерошкина рассказала о финансовой помощи, оказанной субъектам в этом году. В частности, в июле регионам выделили 50 миллиардов рублей в виде дотаций на сбалансированность. До конца года будут распределены еще около 20 миллиардов на обеспечение расходов на оплату заработной платы. Кроме того, в этом году тоже с учетом уточнения проекта федерального бюджета были дополнительные ресурсы в виде бюджетных кредитов на замещение коммерческих кредитов. Мы тоже подготовили соответствующее предложение о том, чтобы распределить около 36 миллиардов рублей дополнительным субъектам Российской Федерации на замещение коммерческого долга. По тем условиям готовятся установленные
ранее уже принятыми поправками правила предоставления бюджетных кредитов на замещение. Я напомню, что это прежде всего не увеличение дефицита, который был на 1 июля этого года, и постепенное сокращение объема коммерческого долга к 2017 году до соотношения 50% коммерческого долга к объему налогового дохода. Лариса Ерошкина также отметила, что в среднем фонд оплаты в субъектах труда граждан в следующем году может быть проиндексирован величиной в 5,5%. На заседании также поднимались важные темы улучшения бюджетной системы. Некоторые субъекты России, в частности Вологодская, Московская, Кировская области и Ставропольский край, поделились своей практикой по повышению доходной части бюджета. О работе Министерства финансов Республики рассказал руководитель ведомства Усман Расуханов. В результате проведенной за последние годы работы значительно увеличилось количество объектов налогообложения, находящихся в базе налоговых органов республики. Если по состоянию на 1 января 2013 года в этой базе было 99 927 сведений о земельных участках и 83 764 сведения об объектах капитального строительства, то по итогам работы межведомственной комиссии по состоянию на 1 октября 2014 года эти сведения значительно увеличились. Ведется также работа по увеличению поступлений по региональным налогам. С 1 января 2014 года внесены изменения в действующий закон Чеченской Республики о транспортном налоге в Чеченской Республике в части повышения ставок по всем видам транспортных средств более 3 раз. В настоящее время в парламенте Чеченской Республики рассматривается новый проект закона о транспортном налоге в Чеченской Республике, который также предусматривает значительное повышение действующих налоговых ставок, и такие изменения должны обеспечить дополнительные поступления в Дорожный фонд Чеченской Республики порядка 100 миллионов рублей. В целом на заседании обсудили широкий спектр вопросов. Это и повышение налоговых доходов региональных бюджетов, и вопросы взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти. Антон Силуанов в интервью журналистам рассказал, что заседание прошло продуктивно. Мы обменялись мнениями по обеспечению балансировки бюджетов регионов, как с точки зрения повышения доходов, стимулирования бизнеса за счет налогов, за счет использования бюджетной поддержки инфраструктуры, для того, чтобы в первую очередь создать налоговую базу субъектов Российской Федерации. И второе, это, конечно, меры по оптимизации расходов. Вот эти все предложения лучшей практики бюджетов субъектов Российской Федерации мы сегодня рассмотрели, подготовили рекомендации с учетом тех предложений, которые были высказаны. И эти рекомендации направим регионам для того, чтобы в следующий год все обязательства, в первую очередь, социального плана были выполнены, с тем, чтобы регионы могли сконцентрировать свои ресурсы на основных приоритетах и основных важных позициях, с тем, чтобы мы могли создать условия для развития предпринимательства и, соответственно, формирования налоговой базы. Считаю, что сегодня очень важное мероприятие. Мы давно договаривались с Рамзаном Ахматовичем о том, что такое мероприятие будет проведено. Регионы с удовольствием откликнулись. И я хочу сказать, что те позитивные изменения в республике, которые все видят, показывают о том, что многое зависит от организации процесса управления в регионе. Хотел бы также тоже обратить внимание других субъектов Российской Федерации, как можно заниматься экономикой, восстановлением социальной сферы и каких результатов можно добиваться. Поэтому мы с руководством Чеченской Республики договорились о том, что будем разрабатывать меры по повышению самодостаточности региона. И в ближайшее время будем постепенно переходить к сокращению тех индивидуальных трансфертов, которые у нас есть, и наращиванию собственного налогового потенциала. Именно на это направлено наше сотрудничество, наше взаимоотношения между российским Минфином Чеченской Республики и руководством республики. Прокомментировал министр и ситуацию на валютном рынке. Рубль колеблется то в сторону ослабления, то немножко укрепляется. Безусловно, на ситуацию влияет и ситуация с ценами на нефть, с внешними факторами. Я хочу сказать, что у Центрального банка и у правительства накоплено достаточно золотовалютных резервов для того, чтобы
оперативно реагировать на ситуацию. Центральный банк сейчас проводит политику сокращения вмешательства на валютном рынке, что считаю оправданно с точки зрения нахождения рублем нового положения в условиях изменившихся внешних факторов. Рубль, считаю, что уже нашел свое положение. Сейчас объемы торгов на валютном рынке незначительные, поэтому вот эти колебания, которые произошли за последние 2 дня, они носят достаточно спекулятивный характер. И хочу сказать, что не отвечают тем базовым условиям рубля, которые будут складываться в ближайшие дни. Поэтому считаю, что курс рубля, который сегодня сложился, он несколько занижен. В ближайшее время ситуация покажет, что общее положение платежного баланса у нас достаточно устойчивое. И я не сомневаюсь, что рубль в ближайшее время найдет свое положение и будет укрепляться по сравнению с нынешними показателями. После официального заседания Рамзан Кадыров вместе с гостем сфотографировались на памяти, проверили, как летают радиоуправляемые вертолеты в условиях высокогорья. Ведучий славится еще богатой флорой и фауной. Сразу после официальной части мероприятия Рамзан Кадыров устроил для гостей экскурсию по наиболее живописным местам Аргунского ущелья. Качество дорог здесь уже на высшем уровне. Особое восхищение вызывает и разнообразие животного мира. Гости дошли почти до границы с Грузией. По склонам гор бегают сотни косулей, высоко в небе парят орлы, а в речке плавает форель. Еще несколько лет назад в горах не было ни одного зверя и дикого животного. Их уничтожила и вытеснила война. А сегодня здесь можно встретить туров и горных оленей. Поездка в высокогорье оказалась для гостей богатой на впечатления. Скоро будет готово. Хороший улов, да? Отлично, да. Руками поймали, да? Да. Завершилась она пикником на свежем воздухе. Ну а чуть позже Рамзан Кадыров проводил делегацию во главе с Антоном Силуановым в аэропорт. Министр финансов поблагодарил главы республики за радушный прием. Спасибо вам большое, что приехали. Да, на в любое время да? Самое главное. Аза Исаева, Адам Хаджиев, Мурат Эльбукаев, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.